В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития рассмотреть предложение Якутии о включении территории республики в пилотный проект «Дальневосточный квартал». Он также поручил предложить механизмы финансового обеспечения строительства коммунальной инфраструктуры. Программа «Дальневосточный квартал» будет содействовать росту темпов строительства жилья. Застройщик сможет пользоваться всеми преференциями по налогам, которые предусмотрены режимом ТОР. Кроме того, продукты поддержки жилищного строительства созданы в рамках работы компании Дом.РФ. Также Минстрою России поручено изучить возможность предоставления инфраструктурного бюджетного кредита республики из федерального бюджета на реализацию проектов жилой застройки. В продолжение темы Юрий Трутнев поручил оказать поддержку инвесторам, планирующим реализовать на территории Якутии проекты в области медицины. Якутский вице-премьер встретился с предпринимателями, которые представили ему два проекта. Так, группа компаний «Опека» совместно с регионом готовится создать в Якутии Центр активного долголетия. Предполагается формирование медико-социального кластера, объединяющего подразделения системы социального обслуживания и здравоохранения. Мощность центра составит 300 мест. Для строительства центра уже определен земельный участок. Другой проект представила группа компаний «Медскан», которая намерена реализовать проект по созданию медицинского многофункционального центра первичного звена в Якутске. Центр в смену смогут посещать 600 человек. Проект может стать модельным для создания сети медицинских центров первичного звена в других регионах Дальнего Востока. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подготовит предложение по механизмам поддержки реализации инвестиционных проектов в области недропользования на Дальнем Востоке. Минприроды России совместно с Минвостокразвития России с субъектами Дальнего Востока поручено провести анализ использования лицензий на пользование недрами на территории федерального округа. Планируется создать рабочую группу, которая проанализирует результаты проверки и подготовит предложение по механизмам поддержки реализации инвестиционных проектов в области недропользования. Вице-премьер, полпред Юрий Трутнев поручил оптимизировать работу по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Он обратил внимание представителей руководства подрядных организаций на необходимость соблюдения утвержденных сроков строительства. Мероприятие по реконструкции взлетно-посадочной полосы проводится в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С июня начаты строительные и монтажные работы, полеты выполняются в условиях ограниченной длины взлетно-посадочной полосы. Аэропорт продолжит работать штатно с рабочим участком полосы для полетов воздушных судов 3-4 класса. Развитие гелиевой промышленности в Якутии привлечет около 250 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать 2000 рабочих мест. Соответствующее соглашение подписали по итогам встречи комплексный проект по сбору, транспортировке и хранению гелиевого концентрата в Восточной Сибири. Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по созданию на территории Западной Якутии инвестиционного проекта по производству безуглеродных энергоносителей в виде аммиака как носителя водорода и гелия направлено на рациональное недропользование и озеленение энергетики. Планируется создать системы сбора и долгосрочного хранения гелия в течение 50–100 лет. Энергокомплексы мощностью в 47 мегаватт появятся в 9 районах Якутии в ближайшие 2 года. Комплексы будут включать высокоэффективные дизельные электростанции, солнечные электростанции и накопители энергии. Их применение значительно сократит объемы завоза дорогостоящего органического топлива, а также снизит воздействие на окружающую среду. Плановая экономия топлива составит в зависимости от населенного пункта от 10% до 70%. Новые энергокомплексы в Якутии будут построены в рамках механизма энергосервисных договоров. Они предполагают финансирование за счет средств инвесторов, с которыми заключены договоры. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.